Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. О чем спешит вам рассказать белый песок? Если тема вам интересна, если вам интересно узнать, что же такое срочное и важное вам хотят сообщить, пожалуйста, посмотрите на песок. Подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. О чем таком срочном, важном мне спешит рассказать белый песок? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, о чем таком спешит вам рассказать белый песок. Так, ну вот сразу идет, да, вот какой-то человек очень сильно переживает за свое дело. Перед вами сейчас какой-то, вернее, вы находитесь в раздрае, и перед вами огромное поле, да, нужно принимать срочно какое-то решение, а вы никак не можете себя просто в руки взять, да, и к этому решению подойти. Очень сложная ситуация. Здесь очень даже, я бы сказала, больно. Вот больно, страшно, больно, и некому голову преклонить, да, вот не у кого помощи попросить, не у кого спросить. А перемены, вот они уже стучат, да, нужно что-то предпринимать, что-то делать. Может быть, ответ от вас кто-то ждет, может быть, вы кому-то что-то пообещали и нужно делать. Может быть, вы уже просто в какой-то критической ситуации, что нужно просто рубить, ломать, там, я не знаю, убегать. Понимаете, а вам страшно, вас страшит будущее. Тут не только будущее страшит, но и момент какой-то принятия решения вас страшит. В любом случае, здесь у вас вышла цифра 1. Единичка нам всегда говорит о том, что человек находится под защитой высших сил. И то, как они вас ведут, а они, видно, вас ведут, причем ведут конкретно, так все и будет. То есть от вас требуется принять решение. Но я скажу вам такую вещь. Какое бы решение вы ни приняли, в любом случае оно будет очень благоприятное и благополучное для вас. Почему? Да потому что здесь, смотрите, маленькая корона вышла. Да, это решение не поменяет кардинально вашу жизнь, и какие-то прям сумасшедшие перемены не произойдут, но вы выйдете в лучшее положение, вы себя лучше и легче почувствуете, избавитесь от каких-то страхов, сомнений, подозрений, все это уйдет. Вы поймете, что я могу, что нужно доверять себе, что нужно идти вперед и ни в коем случае не стоять на месте и не топтаться на месте, а уж тем более не пятиться назад. Вот это вы поймете. Здесь я вижу, что мужчина какой-то, нервы, что ли, вам трепет, либо вы переживаете из-за какого-то мужчины. Знаете, у кого-то может быть, что это муж как-то себя ведет так, знаете, неприлично, да, а у кого-то может быть мужчина, который вам очень дорог, очень вам нравится, да, тоже себя может так вести. Здесь такая спорная ситуация, вот мужчина, он такой непробиваемый, понимаете, вот сейчас у него, ну, как, знаете, как одержимый он какой-то. Вроде вы с ним говорите, а он другой, чужой, глаза холодные, весь какой-то дерганный, потерянный, либо наоборот там хамит, дерзит. То есть, понимаете, вот из крайности в крайность может перепадать. Но вы чувствуете, что с ним что-то происходит. Да, ваш мужчина попал в какую-то большую неприятность, большую беду он попал. И ему нужна на самом деле помощь. Этого мужчину вы, знаете, как можете помочь? Почистить его, сходить в храм, заказать службу за него, за здравие, за то, чтобы у него решились проблемы, за то, чтобы пути ему открылись. Здесь мужчину можно и отлить воском, и сделать, например, чистку по фотографии, помолиться за него от души. Даже можно пойти, вот если вы его жена, если между вами вот прям связь есть, особенно если вы венчаны, пойти и откуп за него отнести в храм, да, вот прям попросить, чтобы все у него хорошо было, чтобы избавили его от всяких бедствий да напасти, понимаете, от сердца, от души попросите. Откуп можно делать, да. Здесь у мужчины какие-то прям сложности по жизни. Знаете, вот эта персона, видите, персона, которая сеет беду на его голову. Видите, вот он, мужчина ваш, стоит весь в тисках, как будто бы, я не знаю,
ну, извините, да, вот в доски его забили. И вот эта персона на его голову сыпет какие-то большие беды и неприятности. Это может быть соперница, которая делает гадости. Это может быть, например, женщина-манипулятор, которая пытается его использовать, либо мужчина-манипулятор, да. Кто-то его подводит, как говорится, под монастырь, да. Какие-то вот прямо на его голову беды идут. Кстати, это может быть и сама судьба. Мужчина мог, как говорится, доиграться, допрыгаться, заигрался. То есть у мужчины сейчас положение действительно катастрофичное. Он не говорит, он и не признается. В ближайшее время не признается. Если у кого-то признается, то это какой-то совершенно уж редкий случай. Будет один, там, не знаю, из 1000 признается. А так мужчина будет молчать. У него тут, ну, вот вы видите сами, да, человек запечатан. Запечатан, все. Там не пробиться. Поэтому, мои дорогие девочки, вы не надо искать причину в себе, что там, может, я что-то не так сделала, не так сказала. Нет, это не вы, это вот эта особа. Вам, если мужчину любите, если у вас связь с ним, идите за него, лучше попросите и почистите его, вы ему облегчение сделаете. Я не вижу, что все проблемы там разом у него уйдут. Это его карма, его, скажем так, шкурка, ему ее носить. Но то, что вы ему облегчение сделаете, это точно. Я вижу, что у вас получится. У вас семерочка развернутая пошла. Это вы развернете, видите, семерочка в неправильном положении. Вы развернете вот эту негативную силу, да, этот вектор, перевернете в позитивную. Это у вас получится. Но получится у сильной девочки, которая действительно любит, которая, ну, постарается, да, постарается, отмолит, отпросит, откупит. У такой девочки получится. Так. Кстати, у кого-то может быть и прям разлад в семье, да, соперница могла вот прям, ну, за бубенцы, скажем так, взять, да, и увести мужчину. Такое тоже могло быть. Но тогда, знаете, здесь точно она что-то делает. Она либо шантажирует его очень сильно, конкретно чем-то, либо действительно может им, ну, всякие там магические действия применять. Причем тут очень жестко что-то идет, прям такой деструктив. Но мужчина ваш, он рыльца, он заслужил то, что происходит. Поэтому тут я не буду говорить. Да, у каждого отдельная история, это все нужно отдельно просматривать. Но то, что вот песок показал на всех, мне говорит о том, что вам идет посыл. Девочки, кто любит, кто действительно решил побороться, идите боритесь, у вас получится. Если чувствуете, что да, буду бороться до конца, идти, получится. Если понимаете, что, может быть, и не стоит, то лучше и не лезьте туда, потому что я вижу, что очень много сил и энергии это от вас потребует. Смотрите дальше. У вас кто работает, девочки, ждите какой-то странной ситуации, тут по-другому и не скажешь. Здесь какие-то люди, какие-то, я не знаю, может быть, бумаги, какие-то могут быть там интриги, сплетни, ошибки, то есть какая-то кутерьма может быть, да, и это может, скажем так, да, вот взорваться вся вот эта вот нечистая вода, да, вот прорвать ее может, на вас могут капли попасть. То есть смотрите, если вы где-то с кем-то в чем-то участвовали, либо какую-то ошибку сделали, или случайно, или специально, или, ну, кто знает, да, все мы люди, то вам нужно будет сразу говорить, что вот я вот делала так, да, либо делала так и так. Вот это не мое, на меня не надо это все свешивать и сваливать. Я за свое отвечу, а за остальное пусть отвечают те, кто действительно виноват. Здесь могут попытаться на вас все вот как-то спихнуть, столкнуть и сделать вас, ну, козлом отпущения. Уж извините, но так я вижу. Кстати, может быть и ситуация, что вы, если работаете, например, с клиентами, там клиент может что-то там запороть, что-то не то сделать, не так, там, не знаю, может быть, что-то понять даже не так может, да, на вас может там жалобу подать. То есть какая-то вот возня идет, выяснение, что-то такое неприятненькое. Но я вижу, что правда будет за вами, что вы можете за себя постоять. Но еще раз говорю, надо за себя вот прям бороться и понимать, что если я промолчу, то потом всех собак на меня и будут дальше вешать. Поэтому, мои дорогие, будьте и посмелее, и понастойчивее. Так, здесь вот такая большая у вас какая-то гусеница приползла. Угу.
знаете, тут какой-то момент идет, что кто-то вот прям будет пытаться вами пользоваться и говорить: ой, я там инвалид, ножка болит, помоги, сделай там для меня, там не в службу, а в дружбу. Могут, кстати, и на работе пользоваться, могут соседи, да, там что-то вам в обяз, чтобы вы там, не знаю, хлебушек, молочко приносили. Знаете, я вижу, что человек ленится, вот как хотите, этот человек ленится. Он может сам, прекрасно может сам, либо сама сделать для себя какую-то вещь. Но в ваших добрых глазах, ну, человек просто считает: угу, на все готов, жертва, да, я сплошная доброта. И человек может действительно вами пользоваться. Я вижу, что вы без всякого умысла, без всякого, скажем, там намека, да, на какой-то задний интерес вы будете от доброты душевной помогать, но вот эта помощь, она вам немножечко в тягость будет, потому что вы будете помогать этому человеку, при этом могут страдать ваши дела, да, у вас на себя времени будет не хватать. И я вам скажу, вот кто вам в ближайшее время что-то будет вменять в обязанности, что, пожалуйста, вот сделай мне то, для меня это сделай, знайте, что этот человек прекрасно все может делать сам. И этот человек просто абьюзер, по-другому и не скажешь. Знайте об этом. Смелее отказывайте, говорите как есть, что у меня вот есть семья, да, у меня есть детки, у меня есть работа, у меня есть я сама, например, да, у меня времени, к сожалению, нет. Один раз я могу для вас там что-то сделать, но на постоянной основе, к сожалению, я не могу это делать. Вот так и говорите, не бойтесь. Человек знает, что он мошенничает, да, и поэтому не будет на вас обижаться. Так, здесь, смотрите, человек вам пытается пробиться. Человек откуда-то издалека к вам дорогу делают. Ну, вот препятствия есть. Этот человек, может быть, вы его ждете, может быть, вы надеетесь, что человек вот-вот приедет. Но препятствие пока идет, пока не пробить это препятствие. Знаете, здесь стремление двоих к тому, чтобы встретиться, увидеться, пообщаться. Вот это препятствие, оно преодолимо. Но оно больше похоже на какую-то, не знаю, блокировку, причем связано, может быть, с какими-то ограничениями передвижений, может быть, какими-то правилами. То есть, по идее, если вы друг к другу двинетесь, то вы встретитесь. А получается, что вы вроде как позиции ждущего человека, а этот не может к вам пробиться. Вот, так что вот если вы действительно хотите встретиться, то вам тоже придется навстречу к этому человеку пойти, поехать. Может быть, вы выберете какое-то место, где вы, ну, встретитесь, пообщаетесь, да, увидитесь. Так, если это касается дела, например, общения в интернете, знакомства в интернете, мужчина, например, обещает, что он приедет, то, ну да, тут больше от мужчины идет. Может быть, вы мужчина, который пообещал приехать, либо вы женщина, которой мужчина пообещал приехать, то здесь вот именно женщине тоже нужно сделать какой-то шаг. Может быть, действительно человек не может доехать до вашей страны, либо до вашего города. Выберите какую-то нейтральную, да, нейтральную землю, может быть, там договоритесь, вот куда вам есть свободный доступ, и этому человеку есть свободный доступ, там встречайтесь. Потому что по-другому на ближайшее время ваша встреча не состоится. Человек не может пробить. И вы не обижайтесь на этого человека. Знайте, что он действительно очень старается, но пробить не может. Так, еще у вас из интересненького здесь идет большая возможность, большой шанс вам открывается на реализацию каких-то ваших двух идей, ваших двух задумок. Я вижу, что вы много думали, мечтали, пытались, но время приходит вот буквально вот с полной луной. С полной луной придет время на то, чтобы вы осуществили задуманное. Причем одно дело вы постараетесь, а второе дело к вам само прилетит. Да, причем как-то это неожиданно на голову упадет. Праздник у вас будет из-за этого, отмечать будете, радоваться будет. И праздник у вас двойной идет. Да? Будете отмечать одно дело, тут второе потянется, и то будете отмечать. Кстати, хорошие новости ждите. Порадует вас кто-то из ваших близких, либо из ваших друзей, родственников. Здесь речь идет о каких-то вот прям таких либо новостях, либо подарках. Если подарки, то такие, знаете, из серии там давно хотел, не мог найти, да, либо не могла найти. Что-то такое мелкое, но очень приятное. Если речь идет о хороших новостях, то это новости могут касаться, я не знаю, там беременности, могут касаться там
переездов каких-то там, покупок серьезных, да, планирования, может быть, чего-то. То есть хорошие новости идут, большие, хорошие, приятные новости. Ну, а подарки, я вам сказала, будут очень приятные для сердца. Так, еще здесь идет ситуация лисы. Лисы очень худой, и эта лиса, мне очень нравятся такие картинки, потому что я понимаю, что какого-то жулика, обманщика и хитреца вы выведете на чистую воду. И больше этот человек никаким образом вам, скажем так, не повредит, не навредит и не сможет помешать. Замечательно. И еще здесь покупка какой-то, может быть, мебели, либо каких-то аксессуаров идет. Там вот прям будьте аккуратны, потому что могут что-то там не доложить, либо какие-то вещи могут быть потеряны, либо в не хорошем, там, некондиционном состоянии. Прям проверяйте все, не поленитесь, перепроверьте. Даже если вы будете покупать в каком-то большом магазине. Вот прям вас предупреждают, вот здесь, смотрите, какой-то стол вышел с поломанной спинкой. Проверяйте, чтобы не пришлось вам возвращаться, там, документы заполнять, возвраты делать, да, потому что расстройство может от этого пойти. Все перепроверяйте. И даже если вы будете покупать, например, там, ну, в обычном магазине там, еду, да, в бакалее, то тоже смотрите на срок годности, потому что какой-то вот такой вот маленький подвох, видите, эта лиса все-таки хвостом это все держит, да, может с вами случиться. Я желаю, чтобы все неприятные моменты здесь у нас в песочке остались, а в вашей жизни только исполнилось все самое лучшее, причем втройне, и радовала, и удивляла, и восхищала вас. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.